Инструкторско-методический сбор простыми словами, подведение итогов за весенний призыв и определение задач на осенний. До него остается лишь несколько дней, а значит времени для разгона нет. В актовом зале Дома культуры Назрани собрались около 200 человек. Все они имеют личное отношение к набору и отправке молодых людей в армию. В Ингушетии, как и в целом по стране, весенняя призывная кампания прошла с 1 апреля по 15 июля. Отрадно, конечно, что мы ни один призыв не сорвали с вами. И вовремя отправляли ребят в армию, здоровыми отправляли в армию. Но есть, конечно, как и в каждой семье, есть свои, конечно, будем говорить, проблемы. По словам военкома, внимание требует работа медкомиссий ДОСААФа районных военкоматов. Особо выделяется и порядок получения повесток о призыве. Зачастую молодые люди призывного возраста бывают на заработках или учатся, и повестку не получают. Вот у нас 53 начальника учетных военных столов. И вот насколько он правильно оповестит призывника, настолько он и, наверное, придет в военкомат. Потому что зачастую слышишь речь: если бы я знал бы, я пришел бы, если до меня довели бы, то я бы знал бы. В целом, результатами минувшей призывной кампании в военкомате довольны. Весной ряды вооруженных сил пополнили около 200 призывников из Ингушетии, а военкомат республики проводил агитационные мероприятия для молодых людей, где объясняли, что служить не только долг, но и возможность найти работу. За прошлый год 103 новобранца Ингушетии заключили контракты и остались служить. Призывная кампания – одна из самых главных задач, которая стоит перед органами власти. Это надо очень серьезно понимать, потому что оборона способной страны, вы понимаете, это одна из главных задач и функций государства. И не мне вам говорить, насколько это сегодня актуально, насколько это важно и какое значение придается сегодня обороноспособности нашей страны высшим руководством страны. И народ это поддерживает. Значительный рост и по показателям поступления в военные учебные заведения страны. За последний год направлено около 170 пакетов документов для поступления в военные вузы страны, что в 2 раза больше по сравнению с прошлыми годами. А в вооруженных силах страны на сегодняшний день служат около 300 офицеров из Ингушетии. За 2021 год ЦАП уголовных дел хандец, ЦАП нарушений ханят, а мелких хадец Марьям Султан Тимур Владимирович. Я тебя радуюсь. Значит, военслужащий, дика отбор, мелхол, хамхоис, сюда эзгал, пару нарушений, эзгал, transport эзгал. В завершении встречи работников военкоматов и глав муниципалитетов, внесших заметный вклад в организацию военного призыва, наградили благодарностями и грамотами. А кубок лучшего районного военкомата республики в этом году забрал Сунжинский. Муслим Ганиев, Магомед Белокиев, Новости 24.